В Центральную избирательную комиссию со всех регионов страны поступают протоколы. Сотрудники ЦИКа внимательно пересчитывают сейф-пакеты. До оглашения официальных итогов осталось совсем немного времени. Некоторые партии поддержали инициативу о необходимости пересчета голосов. Пересчет возможен, когда какая-либо партия приведет доказательную базу, документы, где и они скажут, вот здесь нарушения были, мы подозреваем, что здесь неправильно сделано, тогда, согласно кодексу, по закону, это возможно. В офисе партии «Бютын Кыргызстан», которая не смогла преодолеть 5% порог, готовят в ЦИК заявление с просьбой пересчета голосов на отдельных участках и приводят пример того, где, по их мнению, были явные нарушения процесса выборов. Согласно данным Газ-Шайло, проголосовало 134 человека, участвовало. А согласно протоколу, который мы получили с мест, там по дополнительному списку никто не голосовал. Председатель Центральной избирательной комиссии не скрывает, что заявления от политических партий о нарушениях во время выборов были. Но вопрос о пересчете голосов по всей стране пока не стоит. Сейчас комиссия работает, изучает материалы. Есть параллельное обращение партии. Сейчас мы будем сопоставлять те данные, которые к нам прибыли, с теми заявлениями, которые нам предъявили политические партии. Ну, по результатам мы будем уже принимать решения. Останется всего 5 партий или в парламент войдет еще одно политическое объединение. Об этом станет известно, когда ЦИК закончит сверку и рассмотрит все поступившие жалобы. Ринат Шамсудинов, Виктор Бобров, Наталья Ли, Бишкек, Кыргызстан.